внимание! Первый пассажирский! Первый пассажирский состав на станцию идет локомотив акционерного общества, акционерная компания «Железные дороги Якутии». Локомотивом управляет машинист Юрий Алексеевич Выцин и помощник машиниста Андрей Сергеевич Москвитин. Почетными пассажирами праздничного поезда являются ветераны строительства Байкало-Амурской и Амуро-Якутской магистралей, сотрудники акционерной компании «Железные дороги Якутии», представители общественности, журналисты, руководители муниципальных образований. Каждый из них своим героическим трудом внес достойный вклад в строительство и эксплуатацию железнодорожной линии Перкакит-Тамбов Нижний Бестяк. Друзья, сегодня на самом деле поистине исторический день. День, которого наша республика ждала без малого 30 лет. Сегодня, 27 июля, началось регулярное пассажирское движение поездов в Центральной Якутии. Это событие трудно переоценить по своей значимости. В истории Якутии до сих пор помнят тех, кто пролетел первым самолетом пассажирским, первым водным транспортом, речным теплоходом. А с сегодняшнего дня в истории Якутии будут те, кто прибыл сюда первым пассажирским поездом на станцию Нижний Бестяк. Дорогие друзья, мы помним 2005 год, когда в целях реализации 242-го постановления правительства Российской Федерации началось строительство. Это было, наверное, одно из самых сложных инженерных сооружений в нашей стране за последние десятилетия. 439 километров дороги, 65 мостов от Тамота до сюда, до Нижнего Бестяка. И, конечно же, воля тех людей, которые, несмотря на все трудности, смогли построить эту дорогу. И, конечно, пользуясь случаем, я бы хотел от имени всех якутян поблагодарить нашего президента тогда Вячеслава Анатольевича Штырова, который сегодня вместе с нами, без которого эта дорога точно никогда бы не была построена. Акционерная компания «Железные дороги Якутии» является на сегодня единственной транспортной отраслью в республике, ежегодно увеличивающей объемы перевозок. Компания имеет собственный эксплуатационный парк магистральных и маневровых тепловозов, грузовые дворы и контейнерные площадки по станциям Алдан и Тамот, оснащенные грузоподъемными механизмами и складскими помещениями. Сегодня компания имеет все возможности для дальнейшего роста. Но давайте вернемся к истории, к 1995 году. В то время продолжалось строительство Амуро-Якутской магистрали. Для осуществления строительства было создано Министерство по делам Аяма. Это структура, которую возглавлял Дмитрий Дмитриевич Трофимов и выполняла все необходимые функции. 90-е годы были трудными. Строительство буксовало, не хватало средств, уставали люди, не было зарплаты. Большого усилия стоило команде Дмитрия Дмитриевича согласовать и довести до логического завершения выход распоряжения правительства Российской Федерации, которое дало строительству новое дыхание. В целях завершения строительства железнодорожной линии Беркакит-Тамут-Якутск правый берег Лены принять предложение Госкомимущества России, правительства Республики, Министерства путей сообщений России, Министерства экономики России о создании открытого акционерного общества с передачей ему функций заказчика по строительству указанной железнодорожной линии, освободив от этих функций МПС России и правительство Республики. Поручить Госкомимуществу России и правительству Республики осуществить необходимые действия по созданию открытого акционерного общества с включением в уставной капитал госимущества в виде незавершенного строительства железнодорожной линии Перкакит-Тамот-Якутск. Сегодня торжественное событие, уникальное для Якутии. А что дает это событие сегодняшнее в центральной части Якутии вообще в России? Сегодня, конечно же, для Якутии исторический день. Я бы его сравнил с прилетом первого самолета пассажирского сюда, в город Якутск.
На самом деле, вся та задача, которая была поставлена еще в 80-е годы, когда начиналось строительство Амуро-Якутской магистрали, сегодня наконец-то завершена. Вся железная дорога полностью построена и полностью вступила в период постоянной эксплуатации. Конечно же, это дает нам огромные возможности для перевозки не только пассажиров, но и грузов. Мы ожидаем достаточно серьезно, практически на 25-30% снижения стоимости транспортировки ряда грузов сюда, в центральную Якутию. Конечно же, выход железной дороги на берег Лены, на правый, дает нам огромный стимул теперь уже для строительства моста через Лену, который в конце концов как раз должен привести к завершению строительства транспортно-логистического центра вокруг Якутска. Так мост железнодорожный будет? Мы считаем, что мост может быть на этом этапе построен для автомобилей, потому что агломерация города Якутска, Нижняя Бестяха, она уже в части железнодорожной, можно сказать, завершена. Теперь осталось построить мост для того, чтобы вся транспортная система этой большой городской агломерации была окончательно завершена. То есть есть ответвление на Магадан? Мы уверены в том, что железная дорога здесь не завершится, что Нижний Бестях не будет уже завершающей точкой. Сегодня мы здесь установим верстовой столб от Нижнего Бестяха до Магадана, потому что, конечно же, по логике развития транспортной системы нашей страны, по логике развития железнодорожной ее системы, отсюда железная дорога должна уже идти на восток, на Охотское море и с выходом на Магадан. Александр Сергеевич, а как бы вы характеризовали сегодняшнее событие? Это какого масштаба? Республиканского, федерального или мирового все-таки? Это событие, конечно же, федерального масштаба. В последние десятилетия в стране не строилась столь сложной транспортной системы. 439 километров построено от Тамота до Якутска за последние 15 лет, 65 мостов, искусственных сооружений в условиях вечной мерзлоты, тысячелетней тайги, огромных перепадов температур от минус 50 до плюс 40. В таких условиях железные дороги нигде в мире, наверное, не строились, так? В особенности, если учесть, что и экономическая ситуация в стране была далеко не самая лучшая. Во-первых, чудо то, что удалось в 90-е годы сохранить отрезок от Перкакита до Тамота, потом его достроить. И сейчас, с 2005 года, благодаря решениям, которые были приняты на уровне президента нашей страны, Владимира Владимировича Путина, поддержаны руководством республики, вот эта железная дорога построена. В 2011 году сюда уже она пришла. В 2014 был построен железнодорожный вокзал, как мы помним, а сейчас вот уже после всех соответствующих экспертиз, после соответствующих работ, сегодня полностью весь у нас железнодорожный путь от Перкакита до Якутска длиной 809 километров вступил в постоянную эксплуатацию. Вашего выступления там, на том совещании, мы решили установить вот этот верстовой столб. Верстовой столб для того, чтобы увековечить вот эту ваши слова по строительству дороги дальше на Магадан и не остановки именно транспортного комплекса, чтобы наша молодежь дальше строила. Поэтому буквально мы сейчас поручим, так сказать, Александру Сергеевичу, с вашего разрешения, снять, значит, вот это вот, мы сфотографируемся, поражу, вы два слова скажете, и на этом митинг закончим. Хорошо, Можно поручить? Вот, да. Давайте, скажите, вот а потом вы, поручим. Вот вы говорите, пришли рейсы малого ВАМа в Тынду, да, пришла золотая стыковка, да, казалось бы, все. Нет, не все. Дорога Малый ВАМ, продолжение на Якутию, а потом на Бестях. Все ждали этого, все ждали. И я хотел участвовать. Давно я участвовал, конечно, и в строительстве, и в сдаче. Но это не тупик, ребята. Это не конец рейса, вот тупик Бестях. Нет, это еще начало. Не тупик, а начало дальнейшего строительства. Начало. Да, огромного. На Магадан, так на Магадан. Якутия! Вперед на Магадан! Вперед! Ура! 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 Давайте, с Иваном Николаевичем, давайте. Так, во всей красе. Иван Варшавский, даешь Магадан, молодец. Ну, видишь, Ты не вниз, Ванечка. свое время я отдам. Молодец, молодец.